Ассаламу алейкум, дорогие телезрители! В эфире информационно-аналитическая программа «Неделя». В студии Асхаб Зазалаев, и в начале выпуска коротко о главном. Чеченскую республику с рабочим визитом посетила правительственная делегация из Москвы. Ее возглавил председатель правительства России Михаил Мишустин. Об итогах визита гостей смотрите в нашем выпуске. На сегодняшний день в Чеченской республике очень серьезно развивается и медицина, и образование, и наука. И хочу вас поблагодарить. Радушие и прием гостей является сунной пророка, мир ему и благословение Всевышнего. Особенно это ценно в месяц Рамадан. Рамзана Хаджи Кадырова по традиции в месяц поста приглашают на ифтар близкие друзья и соратники. Завтра в республике отметят День чеченского языка. Праздник учрежден главой региона в 2007 году в целях сохранения и развития родной речи. Сахаба Джамиева посвятила этому делу 40 лет. Eson garger bezer bütcher gladioch davis sunaha harqi nochchimat ali jovsatosor отмет. Глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал известный богослов Адам Шахидов. Талхат ибн Убайдилlah бохдели алчанна, алейхиссалату вассалам, сейдул асхаб хилла. Цуадует сашистаг виарбо вайпаяманте алейхиссалату вассалам. Цушимо цанния иман дилер илчан саллаллаху алейхи вассалам. Цултиат алхат дует дилер схилтунна. شا يالس من نعن إيش يستعول شان غن داير شين إيش يقونا هو رشية يتحن سو شين خسعة قن حيق منجوه الغاز وتعقل خن خلا وجا سولت إعها شد الشولت أعقل خنا إيش شيء شين حلقة دعوة نير بوخ يالس من شو تعارة ولا أقا غاز وتعقل خنق دعاته التن سولت أعتحن شرع ويخنق وي إز حول يالس من شو ألا إز حلق شو وقر يختصلت إحا غازو وتعقيقنا إذا يلسمن شو وقر تامش بنقطة لحد سموال شيء ناخ يغنديس نقطوه حجاح ناخ تامش بيشخر له هر غازو وتعقيقنا مو إذا يلسمني إحا موانا وقل لا ألا فيمر يدعك خبر عليه الصلاة والسلام يلشنو ألا ناخي أش تين تامش بوال غاز وتعقل خن وجه وجه صوت يعتحن شرح وقت واخنا إز ألا واخنا ألا رمضان بتي قيشري إز رمضان بت قبري سؤال قبر ألا دين شران شوح حق لا مستدين سؤال دين ألا دير شاج أغو يشون أتشين قواناتشون درجة يوقع بارم ملبحون إلش سيغلني لاتني يوقع سن باش وقت إرشين يوقع إلر غاز وتعقل خن صوت شرح واخ هو رمضان بطن شو عني سويل هو رمضان بطن شو عدين شران شو دال لا مشتش عبادة دينجا إز يلسمن شو حلقه وغنباخ سند الألبايم صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله شو أقر ديكنيجا دنيا شو عدوقة واخ شو عمل ديكخل لجوشن شو هو وجا دنيا شو عدوقة واخنا عمل وخل لجوشن باخ ويسخل وجه الله دال شيء نوع أحدا خرقة. По завершении проповеди прозвучал призыв на молитву. Верующие выстроились в ряды и совершили намаз. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего и совершением вирда. Чеченскую республику посетила большая правительственная делегация из Москвы. В аэропорту председателя правительства России встретил лично глава республики. В рамках визита гости посетили несколько объектов, а именно место строительства специальной общеобразовательной школы для детей с нарушением интеллекта, Республиканский перинатальный центр, Грозненский государственный нефтяной технологический университет и мемориальный комплекс славы имени Ахмата Хаджи Кадырова. Уже после Михаил Мишустин и Рамзан Хаджи Кадыров провели беседу в резиденции. Обо всем по порядку расскажет Шамил Арсамбиев. В аэропорту председателя правительства страны Михаила Мишустина глава Чеченской республики встречает лично. Здесь же полпреда президента в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральном округах Юрий Трутнев и Юрий Чайка и руководители ряда федеральных министерств. Первый объект, который посетила делегация, строящаяся школа-интернат для детей с нарушениями интеллекта. Уже в сентябре этого года она откроет свои двери для почти 200 детей. Начато строительство в 2020 году. Планируем завершить 1 сентября. Будут обучаться 198 учащихся. Сам проект, она, по сути дела, по Северо-Кавказу однозначно аналоговый по своему блочному расположению. Здесь 12 блоков. Рассчитаны они
для обучения с 1 по 9 класс детей обучения. Здесь будут они и проживать, и обучаться. Условия в школе будут самыми современными. Дети смогут проходить занятия под наблюдением лучших специалистов, не нарушая процесс лечения. Рассказали премьер-министру и о строительстве школы для детей с ограниченными возможностями и нового корпуса 26-й школы Висаитовского района Грозного на 1200 детей. Обе они должны открыться 1 сентября. На базе школы-интернат для детей ЗПР мы планируем реализовать еще ряд программ для детей с тяжелыми нарушениями речи, с детьми-аутистами, с нарушением опорно-двигательного аппарата. Раньше таких программ у нас в республике не реализовывалось. Это большая новость для всей республики, для детей. В этих двух школах-интернатах созданы все необходимые условия. Следующий пункт в программе – Республиканский перинатальный центр. Здесь оказывается плановая, неотложная и экстренная помощь. Здесь 300 коек круглосуточного и 15-дневного пребывания. В это сложное время, когда пандемия пришла во всю страну, в Чеченскую республику, вы все герои, все работали с полной отдачей и фактически благодаря усилиям как раз врачей. И пандемия, пусть не до конца побеждена, но точно, абсолютно мы понимаем, что широкая масштабная вакцинация сегодня, она нам позволит защититься от всех дальнейших осложнений. Но самое главное, рождение жизни новой. И вот это рождение, то, что вы дарите, и очень приятно, что сегодня мы видим такие результаты, так сказать, что с младенческой смертностью, с детской смертностью гораздо все лучше. Мы фиксируем улучшение этого показателя, несмотря даже на такой год пандемии. Следом делегация направилась в Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика Миллионщикова. Вуз со столетней историей по праву можно назвать гордостью республики. Он первый в мире специализированный нефтяной институт. Ректор учебного заведения рассказал гостям о его технических возможностях и условиях, созданных для студентов. Уникальность этой площадки в том, что она спроектирована по требованию студентов. Мы спросили у студентов: слушайте, что вы хотите? Они хотят стекло, зелень, хороший интернет. По этим запросам мы спроектировали эту пространство, и они сделали этот проект. То есть архитектура, начинка, это все по пожеланию студентов. И одна из лабораторий, это лаборатория смешанной виртуальной и дополненной реальности. Тут у нас в основном присутствуют проекты студенческие, есть и какие-то преподавательские проекты. Но в основном это площадка для студентов. У них есть свой бюджет, они очень успешно привлекают средства на свои проекты. Дальше делегация направляется в мемориальный комплекс «Аллея славы». Гости возложили цветы в мемориальной плите почти в память Ахмата Хаджи Кадырова. Уже внутри комплекса провели экскурсию и показали воссозданный кабинет первого президента Чеченской республики. Премьер-министр отметил, что был знаком с Ахматом Хаджи и запомнил его как мужественного человека. Очень здорово, что вы храните память о Ахмате Хаджи. Я знал его по прежней работе, мы встречались, и не один раз встречались. Он очень много сделал для того, чтобы вернуть чеченский народ к мирной жизни. Его память всегда будет в наших сердцах. Завершился визит главы Кабинета министров России проведением рабочей встречи с Рамзаном Хаджи Кадыровым в резиденции. Мы сегодня посмотрели очень много объектов, и хочу в первую очередь сказать о неравнодушных людях, которые нас встретили, о чистоте и порядке, и о том, что на сегодняшний день в Чеченской Республике очень серьезно развивается и медицина, и образование, и наука. И хочу вас поблагодарить. Также хотели вас проинформировать, что правительство приняло решение в соответствии со всеми расчетами, которые мы делали, о выделении Чеченской Республики средств на обеспечение бюджетной сбалансированности в размере 3,75 миллиарда рублей. И мы поддержим все программы, которые здесь есть. Шамиль Рисанбиев, Салман Усманов при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Рамадан – благословенное время, в котором увеличивается милость Всевышнего и награда за благие дела. Одна из красивых традиций этого месяца – коллективный ифтар. Верующие приглашают родных, друзей и близких на разговение, а отвечать на приглашение согласием, как известно, сунна. Так, глава республики Рамзан Хаджи Кадыров побывал на ифтаре у муфтия Салаха Хаджи Межиева, генерального директора телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова, известного богослова Адама Шахидова. Об этом наш следующий сюжет. Большой колонной всадники встречают главу региона в селении Алхазурова. Это знак высокого уважения к гостю. Рамзана Хаджи Кадырова и его соратников на ифтар пригласил муфтий республики Салах Хаджи Межиев.
После разговения коллективный вечерний намаз. Затем гости сели за стол. Для них приготовили большое количество блюд национальной кухни. Говорили о пользе и величии Рамадана. Салах Хаджи Межиев вручил главе региона подарок. Уже в следующий раз главу республики на ифтар пригласил его советник, генеральный директор телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Шахидов. После вечернего намаза гостя пригласили к столу. В ходе ужина богослов поведал истории из жизни пророка Мухаммада, мир ему и милость Аллаха, его сподвижников и о красоте религии ислам. На прощание сделали памятные фотографии. Шамиль Эрсанбиев, Салман Усманов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Завтра в республике отметят День чеченского языка. Этот праздник был учрежден в 2007 году указом главы региона. Сохранение и развитие родной речи стали задачами государственной важности. В этом деле немало тех, кто посвятил ему всю свою жизнь. Одна из них – педагог Сахаба Джамиева. Она учит детей родному языку уже 40 лет. О ней наш следующий сюжет. Не просто профессия, а призвание. Такой стала для Сахаба Джамиевой работа учительницы чеченского языка и литературы. Она посвятила ей без малого 40 лет. Работает Сахабат в городской школе номер 8. Выбрала эту профессию из-за любви к детям, рассказывает педагог. Eson garger bezer bütcher gladioch davis sunaha harq nochchimat istali jo satasor atmet de dotta war Abu Zaraid Mirov sankheinra war shi sirsa evor so На уроке чеченской литературы полная тишина. Дети слушают учительницу, затаив дыхание. Тема урока – произведение Гапура Алиева «Онах Изама». Тюрен я яйценчу сихаллех тарелла, юрт эцна юдухо онах изам, халорах вогусо сахадда гилвелла, собарди сихмалу онах изам. Каждому уроку Сахабат готовится с особым трепетом. Занятия проходят в форме диалога. Общение с учениками важно, говорит педагог. По словам самих учащихся, в ее лице они нашли не только отличного преподавателя, но и хорошего друга. Урок интересный хол, саму не хол иш учителю халушдол хейхат эрдукой из-за сташата по чох адмодик халуча халехчул эха дага аллах турдолша Добрая и отзывчивая, такой ее знают и любят все, начиная от учеников школы и заканчивая теми, кто уже много лет разделяет с ней этот нелегкий и благородный путь. Учитель. أخسخبات ديك خلر صونخ بيدان تجوي نخشي متنا ميتشين هون إخواتن دوخما سخباتي خات الشوش تأتي بون تحني دينا إشيغوك وحدين حقوق يحرش إيش ديك بلغنا واسطة تخشوات بديك بلغنا واسطة دلها أستنا تخنتنخ آلاء. Помимо основной деятельности, Сахабат является членом экспертного совета при Министерстве образования и науки Чеченской Республики. Она дает электронные уроки на чеченском языке. Посмотреть их может каждый желающий на сайте урок95.ру. Маршал души комедии шархой. Хеда Саламова, Азан Идрисов, Салман Усманов. Неделя. Эффективный способ научить детей родной речи нашел житель Гудермеса. Сахаб Шамилов создает мультфильмы на чеченском языке, и они уже пользуются большой популярностью. Самый известный из них – Дади Берзлой. О чем он и о творчестве мультипликатора в домашних условиях расскажет Изабелла Хамурадова. Дади Берзлой – это не озвучка и даже не адаптация иностранного мультфильма, а первоначально созданный чеченцем анимационный фильм. Он повествует об исламе и традициях чеченского народа.
ديكنيغلو شو ناخن يقع الصديس شيق المديس مثلا персонаж жоқ чувенаса общий план соқа гойч его цунат эот ас камер асайфон адеги харвалг ицучу анис хлитрама ёх хлитрама еги сенс ишт хар скрин ёқы қида бух буй ишт ту бос под этот скрин. Без чьей-либо помощи в своей импровизированной домашней студии он придумал и выпустил несколько серий. Никто и не поверит, что это труд одного человека. Сахаб сам рисует и монтирует. Создавая мультфильм, я исполняю свою мечту, говорит он. цантемони ойгору кошоли ишгулла юга уже сценарий гулло хатига дуатгал лилда дизери хагхылца езери ходаем стремиться мде первый но ходаем хрватсон первый это не означает что огову бог датсон хоцавез бог датсон хошола хлар масала баз ишца вай простой мысль что адал. Идея создания таких мультфильмов пришла Сахабу в 2014-м. В этом же году он реализовал свой первый проект «Адам Тяхаллера Опарк». Затем последовали и другие работы. Самая популярная из них «Дади Берзлой». Всего выпущено 5 серий, и в каждой из них много пользы как для самих детей, так и для их родителей. С озвучкой Сахабу помогают племянники и даже соседские дети. Именно их голосами говорят главные герои. Окса болч озвучки хадах цутрик текст лой орюш так микрофон да я цо муала ор бот цук аса борзо sich wird декошау строителю да эмтахам изобретатель ценош деш ранч деш чуркште Этим са персонажи и докдеш на штат доксаш сахабу хрдуэла. У каждого из ребятишек свой герой. 10-летняя Саада озвучивает сестру волчонка. Ее героиня показывает, какие теплые отношения должны быть между братом и сестрой. Са персонажи азамю ютин ваша борзу борз изобретателю азам хум штуекшутин разный один шхасхет разный модеш шхасхет кучмаш. Шеваш борз сонгшутин кой шарф носки штуек еша вашахал мадезархул иши. Важно с ранних лет прививать детям моральные качества, соответствующие религиозным и национальным традициям, говорит Сахаб. После выхода новой серии он сам вместе с детьми смотрит свой мультфильм и следит за реакцией детишек. Помимо создания анимационных фильмов, Сахаб любит фотографировать, а недавно еще начал работать в Институте чеченского языка. Коллеги уверены, благодаря таким людям, как Сахаб, чеченский язык никогда не исчезнет, а его мультфильмы будут приносить пользу еще долгие годы. Das Mультфильм шкавой, ночи амля цахельча на обалдойти мацавецицум, ах бери, цей дунья хаежам бой зашу, ах дунья хаежам бери бой шхиларитер, ах сой ватуш до сурт бер шкиет шхил, ах цар обалдой исти вец, ишта белловок сахаб. Сейчас Сахаб трудится над несколькими проектами в процессе создания новый мультфильм, а также чеченские комиксы. Изабелла Хамурадова, Магомед Бачаев и Салман Усманов. Неделя. В Миннацинформ наградили журналистов, пишущих на чеченском языке. Руководитель ведомства Ахмед Дудаев поблагодарил собравшихся за вклад в развитие родной речи и вручил им благодарственные письма, а также денежные премии. Среди награжденных сотрудник телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Адам Арипханов. Уже 6 лет радиоведущий выходит в эфир на чеченском языке.
نخش موت بيوتر بوي نخش موت عامر بوي سنة غل قردات ويا تيوغشل إحنا دقاش واش دال مقلها موت دقاش وحوصر دوي بوس تعوصر دوي تسبوس شنا هقون خزل إسبع الله يوتر يقوي دال مقلها دال هرموت بيت عام وقن سجرجر لو تس دال إيمان حق القيتم لوين دال تحي بيركتي هلوين. О событиях из мира мусульман расскажет Элиза Тасуева в рубрике «Умма». Здравствуйте, это рубрика «Умма» и я ее ведущая Элиза Тасуева. В Саудовской Аравии восстановлена мечеть Кафар, построенная святыня 687 лет назад. Уникальность здания заключается в том, что оно возведено из глины и камня, а деревянная крыша построена из тамарикса и пальмовых листьев. После реконструкции вместимость молельни увеличилась на 230 мест. Также появились молитвенная зона для женщин и место для омовения. Теперь охраной заповедной мечети в Мекке будут заниматься и женщины. Такая возможность стала доступна после приема большого количества мусульманок на работу в службу безопасности и военной подготовки. Служащие из числа женщин выполняют целый ряд задач по обеспечению безопасности в самой главной святыне мусульман. Также Министерство внутренних дел Саудовской Аравии опубликовало в Твиттер фотографии, подтверждающие в деле работу новой охраны. В столичной мечети Албании произошло чудовищное нападение на прихожан во время коллективного намаза. 34-летний Рудольф Николи ворвался в святыню с ножом. Имеются раненые из числа мусульман. Они сейчас находятся в больнице. Самого же преступника обезвредили прихожане и передали в руки властям. На данный момент правоохранительные органы Албании выявляют истинный мотив нападения. Шокирующий иск в Индии подал бывший председатель шиитской организации продюсер Васим Ризві об удалении 26 аятов священного Корана, которые, по его мнению, являются некорректными. Верховный суд страны даже не стал рассматривать дело и отказал истцу. Более того, Ризві был оштрафован за такую вопиющую безответственную выходку. Канадский судья Марк-Андре Бланшар поддержал запрет провинции Квебек на ношение хиджаба мусульманкам. Данный закон распространяется на государственных служащих, полицейских, учителей и медработников. Стоит добавить, что подобным ограничениям подверглись и представители других конфессий. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в наших социальных сетях. Рецепт, ставший брендом чеченского высокогорья. Про шатойский хлеб знает, пожалуй, каждый житель республики. Его отличает уникальный вкус, который достигается благодаря особому способу приготовления. Кроме того, этот хлеб долго сохраняет свежесть. Впервые шатойские пекари раскрыли в нашей съемочной группе некоторые секреты его выпечки. Изабелла Хамурадова уже готова о них рассказать. Популярный шатойский хлеб производится именно в этой пекарне. Здесь также готовятся булочки, коржи и лаваши. Суточный выход хлебобулочных изделий более 5000. Секрет шатойского хлеба в том, что для приготовления теста здесь используют настоящую горно-родниковую воду. Хлебик по старому рецепту мудеша до мерза до хлебик, шун маха ашуй тогда хархой до троташ. На 500 булок кетчуп и тхуна цандианатё халх свои халх бакичнах мадут сардештох из те рецепт цани до рецепта цани ючаят и тишошаят. Каждое хлебобулочное изделие требует особого внимания. Важно все от замеса и до температуры выпекания. 235 градусов холцена 45 минут. Я беб када как чудо 220-30 елшох чувак да. Градус стоят отдельно, да? Шатойский хлебозавод основан еще в 1968 году. Цех долгое время находился в запустении. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова помог его возродить. Сейчас им руководит Шадид Цекаев. К истории предприятия он отнесся уважительно и сохранил все рецепты, проверенные временем. Отец нас посылал в село Ойсхар, мы покупали шатойский хлеб. Из-за этого я сам очень любил шатойский хлеб. И когда я лично узнал, что то, что называется шатойским хлебом, не шатойский, вот решили открыть. Шатойский хлеб, если он настоящий, он должен быть из шатойского родника, во-первых.
Во-вторых, он не должен содержать никаких дрожжей, никаких вообще. Готовить хлебобулочные изделия для Малики стало делом жизни. Она работала в этом цеху еще до начала военных действий в 90-х. Известие о том, что завод заработает снова, стало для нее приятной новостью. О шатойском хлебе знают практически все. Кто его хоть раз попробует, будет покупать его всегда, говорят здесь. К примеру, Адян отдает ему предпочтение уже на протяжении 50 лет. 57 год я купил ошют, оголайчу, ночичу. Может метти дон юзеюш, может на их что на кудер бепик хуяш, гардел бепхел, метти гвир, тан кудер беп ледер хелчи. Gewoon ja doch dan. Goed bal bacana ja do. Goed dan moment bepik dig do. Toen deel uiterst do. De reis heel herfiker niilin chant. Oh merz bepik do dik bepik do. Oh хазнех санхаил chant. Oh дак деш do. Сейчас завод обеспечивает 3 района: Шатойский, Шаройский и Тумкалинский. Но в ближайшем будущем он охватит еще 4 муниципалитета. Пикан хайли чангад дахам хозадол адамадо бак беш. Мос тайп булочк. Аж бепка хюкш ашма берхос. Яр хайли Работники трудятся в 3 смены. Возобновление завода помогло создать 21 рабочих мест. Для горной местности это внушительное количество. Изабелла Хамурадова, Магомед Бачаев и Салман Усманов. Неделя. Департамент по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики каждый вторник проводит прием граждан. Основные вопросы связаны с гармонизацией семейно-брачных отношений. Работа проводится в целях укрепления института семьи и традиционных семейных ценностей по поручению главы региона. Прием ведет директор департамента Аслан Абдулаев. Богослов помогает обратившимся найти решение проблем в соответствии с канонами ислама. Луш, амбо что дош духол уша деш инзаре белхшду гутри веню кахьол метти юхол уш век амбо что ве адат бо что хум духол уша арда хадук белхшду отсеньол агон шинду хало еш векани ирси خليت ويديوزل مغش خليت ويديوزل بخت بولش خليت ويامت احيولش خليته ليلوش белхшду سو اغور департаменту مثلا مخرهور гирах прием гражданю от прием граждан югаха киепара хиятаршул киепара нех галмарзахдал улхшул цанюка маслахач деше цанюка машер беше делгиетамаца قيمال دوغوق سنة ويبتشعو آردق مولبوغ سنة تحي بيركتي يولش حدوغش دو ويزي سيلا عوش دالة ديكي تبيخن بويل ويبتشعن هون ألجة سو بيلغل ديقن دولهم سو كيوغلو ديش دولهم دائمنا بيركت دولش خيل أخول ناخن يقع مصلحة خول ناخجر بركة خول. С 2017 года в этом направлении проведено почти 17 тысяч мероприятий. Выявлено около 5 тысяч разведенных пар, из которых воссоединено больше 2000. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжает крупномасштабную ежедневную благотворительную акцию по раздаче продуктов питания малоимущим и остронуждающимся жителям Чеченской Республики. Акция приурочена к священному месяцу Рамадан. Продовольственная помощь охватит все районы и города республики. Получили продукты питания от фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова около 30 тысяч семей Чеченской Республики. В Рамадан многократно приумножается воздаяние за любое благое деяние. С начала этого благословенного месяца фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова проводит масштабные благотворительные акции. Ежедневно фонд поставляет тысячам нуждающихся продовольственные наборы. За один вечер в Ахматовском районе пакеты с продуктами получили более 6 тысяч малоимущих семей. В наборе курица гречневая, крупа, макароны, кукурузные хлопья, упаковки лимонада, чая, соли и подсолнечного масла. Все необходимое для полноценного разговения.
Продуктовые наборы раздали в специальных пунктах, пригласили всех нуждающихся. А тем, кто не смог прийти, сотрудники администрации принесли помощь к порогу дома. По словам жителей, фонд такое внимание уделяет им регулярно. Акция охватила все районы республики, и даже самые отдаленные. Так и в Горном и Тумкалинском районе малоимущим семьям раздали десятки тысяч продуктовых наборов. Помощь дойдет до каждой малоимущей и многодетной семьи, говорят организаторы. В Сельноводском районе также активно идет раздача помощи. يدي إتنشونا دال ساق دولشوا بزج مرحبتا يرتون يأتنا دال ريز خيلشون يعش باك مشونا يأتنشونا دال قبل ساق الدنيا مش أدم فرق تويلش دال ساق دولار دوحر دحش داستون بستيان دوحش دقير تحمس دوح ساقن هم تغشون عشبات. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: лучшая милостыня – это милостыня в Рамадан. Изабелла Хамурадова и Салман Усманов. Неделя. Нравственность, национальная культура, патриотизм. В студии телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова прошла конференция, посвященная проблемам современной молодежи. Представители сферы образования выступили с докладами. Затем встреча проходила в дискуссионной форме. Школьники и активисты общественных организаций задавали интересующие их вопросы, а также сами выступали в роли респондентов. В чеченском обществе есть две прекрасные вещи. Это наша религия, ислам, и наши прекрасные адаты. Вот если мы будем стараться держаться вот этих двух вещей, я считаю, что мы наше будущее не прогадаем. И вот это поколение, его необходимо сохранить. А как его сохранить? Когда каждый играет свою игру, то есть единолично, как в футболе говорят, да? Когда и команда никуда не двигается. Нам нужно научиться играть в команде. Нам нужно научиться слышать друг друга. Если у кого-то, допустим, возникла проблема, или если он, допустим, в своем телефоне увяз в каких-то ненужных сетях, он по-любому с этим с кем-то делится, со своими одноклассниками, либо однокурсниками. Нужно просто понять, что он, возможно, идет в какую-то проблему, нехорошее не будет, и попытаться его туда вытащить. И на этом мы завершаем наш выпуск. Хороших вам новостей. Ади Кюэлшу, Марш Ойл.